Здравствуйте! В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Юлия Великодная. С сегодняшнего дня и до конца недели в республике пройдут мероприятия в рамках всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях». Об этом и о том, как в целом обстоят дела с финансовой грамотностью населения Якутии, мы поговорим сегодня с заместителем министра финансов республики Иваном Алексеевым. Иван Иванович, здравствуйте. Здравствуйте, Юля. Как вы в целом оцениваете уровень финансовой грамотности жителей Якутии? Проводились какие-нибудь, может быть, исследования в этой сфере? Юля, в целом по республике исследования не проводились, но если брать период, когда с момента распада Советского социалистического СССР, то прошло относительно в рамках истории небольшой период времени. Да? И когда страна перешла свободный рынок капитализма, как тогда говорили, наше население, люди столкнулись с тем, что они не готовы к финансовым рынкам. Люди не обладали теми знаниями, навыками, и в период 90-х, вы все, наверное, прекрасно помните, что развивались очень много финансовых пирамид. Те же МММ Инвест, Хопер Инвест, помните, наверное, да, что происходило. И даже в 2000-м это все происходило. И наша цель, Министерства финансов Республики, правительства в целом, чтобы в первую очередь повысить финансовую грамотность нашего населения, чтобы они были меньше подвержены и менее попадали в такие уловки финансовые, не участвовали в различных финансовых пирамидах. И с другой стороны, воспитать наше население, чтобы они грамотно распоряжались своими финансами, своими сбережениями, знали свои права и знали, как распоряжаться своими активами. Да? Даже в наше время, нашумевшая последняя история с банком Татта, да, часто происходит история с недобросовестными застройщиками, возникает ситуация по обманутым дольщикам. И все это потом может повлечь за собой дополнительные расходы нашего государственного бюджета. Поэтому Министерство финансов Республики еще с 2012 года проводит ряд мероприятий по повышению финансовой грамотности. Например, мы уже проводим 6-й год, в начале ежегодно, каждого года, конкурс эссе среди школьников. Оно называется «Я и мои финансы». То есть школьники участвуют, например, в этом году приняло участие 144 учащихся средних образовательных школ. И они пишут эссе, мы оцениваем их творческий подход, погружение в тему, знание языка. И по всем этим направлениям дети разбиваются на 3 группы. Это младшая группа, 1 по 4 классы, средняя группа, 5 по 8 классы и старшая группа, это старшеклассники. Во-вторых, 6-й год уже, да, мы проводим совместно с Северо-Восточным федеральным университетом имени Максима Кировича Амосова ежегодную телевизионную олимпиаду среди старшеклассников. Она проходит по экономическим и финансовым наукам. В этом году, например, приняло участие 58 старшеклассников с 28 школ. Победитель у нас ежегодно получает целевое место в финансово-экономическом институте Северо-Восточного федерального университета по специальности «Финансы и кредит». И финал, кстати, проходит на студии НВК «Саха». Ежегодно жюри, а это у нас жюри состоят из различных, и педагоги бывают, и финансисты, и бизнес-сообщества, они всегда отмечают высокий уровень подготовки наших школьников. И в-третьих, ежегодно у нас проходит республиканская выставка «Ярмарка финансовых и социальных услуг». Например, в апреле этого года она проводилась в торговом центре «Кружала». Там любой человек мог подойти и познакомиться с теми финансовыми, страховыми услугами, которые у нас есть, и ознакомиться со своими правами, если у них где-то права были ущемлены, как их защищать. То есть в республике в целом работа проводится, а на уровне России с прошлого года была принята комплексная стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы. При этом Министерство финансов Российской Федерации подключает региональные власти, то есть субъекты нашей страны, бизнес-сообщества, а также педагогов. И на чем делается акцент в нашей республике по этой программе? Акцент делается именно то, чтобы люди знали, какие финансовые инструменты у нас есть и как защищать свои права. И в целом, если брать, вы вначале же спросили, какие-то исследования проводились. Если исследования брать в целом по России, то у нас, к сожалению, только треть, наверное, населения знает о своих правах, куда инвестировать свои средства. Также у нас очень много случаев просрочки по кредитам.
Например, люди думают, что ничего страшного, если они на 1, 2, 3 дня просрочат платежи ежемесячные по кредитам. На самом деле это не так. Да? Вот, помните же, вот в начале 2000-х, когда пошел бум такое развитие потребительских кредитов, когда можно было зайти, купить любой товар, и там были рекламные стенды, что не надо переплачивать, что проценты низкие, потом люди брали, а потом оказывается, что настоящая действующая процентная ставка достаточно высокая. Люди это все методом своих проб и ошибок узнали. А наша цель, чтобы они до приобретения таких финансовых услуг уже знали, с чем им придется столкнуться, то есть знать плюсы и минусы каждого финансового инструмента. Вы вот говорили об акциях, мероприятиях среди школьников, а в этом году какие провелись? Ну вот я уже рассказал, что проводились телевизионная олимпиада, конкурс СЦ, а также республиканская выставка «Ярмарка финансовых услуг». А также вот с 5 по 8 сентября у нас пройдет всероссийская акция «День финансовой грамотности» в учебных заведениях. Это с 5 по 8 сентября, еще раз повторюсь, оно приурочено ко Дню финансистов Российской Федерации. В нем участвуем мы, Министерство финансов Республики, отделение Центрального банка Российской Федерации, а также Министерство образования и науки Российской Федерации. В каких учебных заведениях они пройдут и в каком формате? Оно пройдет в учебных заведениях республики, в средних образовательных школах, а также Якутском финансово-экономическом колледже и Финансово-экономическом институте Северо-Восточного федерального университета. В прошлом году, например, у нас было 5 школ в городе Якутске, вот финансово-экономический колледж, финансово-экономический институт, а также 20 школ в различных районах и улусах нашей республики. А там какой формат будет? Формат будет в виде открытых уроков. Будут приходить преподаватели с Министерства финансов, с финансовых органов наших муниципальных районов, а также с отделения Банка России. Вот вы говорили, школьники пишут эссе. Как вы оцениваете их понимание финансов? На самом деле у нас молодежь, да, вот школьники, они очень грамотно излагают свои мысли, у них совершенно новый подход, да, отличный от нас. И у них, их работы читать интересно тем, что у них нет, так называемой зашоренности. Они все смотрят со своей точки зрения, и достаточно высокий уровень подготовки. И они уже, я считаю, когда поступят в университет, получат соответствующее образование, то уже выйдут готовыми специалистами в финансовой сфере. Но все-таки молодежь не так просто заинтересовать такими темами, как финансы, экономика. С недавних пор уроки финансовой грамотности проводятся в школах. Насколько они востребованы в образовательных учреждениях республики? Вот позвольте, я с вами не соглашусь, потому что на самом деле мы смотрим, что у детей вызывает достаточно большой интерес. Потому что сейчас родители учат детей уже обращаться с деньгами. Дети знают, что такое финансы, что такое банки. И они знают, что в нынешней жизни... Криптовалюту, наверное. Да, криптовалюту даже, да. И что в нынешних условиях вот, рыночной экономики, что без знания финансов, экономики взрослому человеку уже невозможно. Поэтому они уже со школьной парты, можно сказать, да, со студенчества пытаются вникнуть, это узнать. А есть ли специалисты по программам финансовой грамотности и готовите ли таких? Ну, как таковой специальной подготовки нет, но мы стараемся задействовать самых наших опытных специалистов, которые достаточно долго работают в финансовой сфере и которым самим интересно поделиться опытом, да, с подрастающим поколением. И людям самим, которым интересно, они вот стараются научить кого-то, объяснить и передать свой опыт. А среди старшего поколения, может быть, проводятся такие же подобные? Да, вот та же ярмарка финансовых услуг, куда может подойти взрослый человек и узнать, пройти консультацию, узнать, запросить любую информацию. А также вот у нас проводится Всероссийская неделя сбережений, это порядка 40 различных мероприятий, оно проходит в порядка 60 субъектах Российской Федерации. Плюс я хотел бы еще рассказать вам, что с 2013 года у нас издается вот такая брошюра «Бюджет для граждан». Вот, например, это 2018 год. Я вам ее подарю, кстати, пользуясь случаем. Она в 2013 году мы победили в номинации Министерства финансов Российской Федерации как «Лучшее в работе с гражданами». Здесь в простой информативной форме, графиками, с диаграммами, да, с картинками. Все рассказано о том, какой у нас бюджет, куда направляются государственные деньги, какие программы реализуются, какие методики, какие новшества. Все это вот подробно изложено в простой доступной форме. Такая брошюра у нас издается тиражом 1000 экземпляров. Мы стараемся направить во все муниципальные районы, при этом в библиотеки, учебные заведения, то есть и при этом каждый может зайти на наш сайт Министерства финансов Республики Саха-Якутия, и ознакомиться с электронной версией данной брошюры. А есть ли какие-то свои акции по финансовой грамотности помимо всероссийских мероприятий?
республиканских? Ну, республиканские, те же вот телевизионная олимпиада, конкурсы эссе и ярмарка финансовых и социальных услуг. В предыдущие годы неделя финансовой грамотности тоже проводилась. Как-то их эффективность анализируется, какую пользу они приносят? Пользу мы считаем, если у нас рядовой гражданин начнет грамотно обращаться со своими финансами, со своими денежными средствами, будет знать свои права, будет чаще пользоваться страховыми и другими институтами. Сколько продлится программа финансовой грамотности и каких показателей планируется достичь по завершении программы? Ну, в соответствии с комплексной стратегией, программа рассчитана на 17-23 годы. Но я уверен, что 2023 годом это не ограничится, мы в дальнейшем будем продолжать повышать финансовую грамотность нашего населения. Ведь не секрет, как я уже вначале сказал, что у нас, к сожалению, в Российской Федерации финансовая грамотность намного ниже, чем в европейских западных развитых странах. И напомните площадки, где на этой неделе будет проводиться Площадка – это учебные заведения нашей республики. Хорошо, спасибо за беседу, что пришли к нам в студию. Я напомню, мы говорили о реализации программ повышения уровня финансовой грамотности населения республики. В гостях у нас был заместитель министра финансов республики Иван Алексеев. Всего доброго и до встречи в эфире.